Всем большой привет из Коми. Как видите, мы снова едем в поход с Туланом. Набегается. Сейчас примерно полпути я проехал. Здесь я его отпустил, и он будет бежать за бураном. Вот такая бураница. Тут уже рыбаки ездили. Не знаю, сколько наловили рыбы. Но у меня тоже, как сказать, в планах эта поездка уже давно была. Как бы я уже осенью мечтал о зимнем походе вот по этой дороге на Таежную речку, где я рыбачил осенью, вам показывал. Стрельба с мелкашкой по уткам. Ну, кто подписан все серии, смотрел, знает, куда я езжу каждую осень. Осенью, конечно, дорога вообще ужасная тут. Ну, в основном пешком приходится ходить на технике или на каракате, возможно, еще. Но на мотоцикле до конца пути никогда не получается добраться. Вот. А сейчас зимой в основном мы проедем, потом на лыжах еще придется идти. Лыжи взял, широкие лыжи, потому что снег не держит, я думаю, тоже. Вот. Ну, по пути много следов у лисы я видел. Зайчишка, там еще следы были у зайчишки. И тут еще вот какая-то боровая птица, наверное, куропатки ходили вот тут. Видно. Бураница крепкая, вон. Вообще не проваливаюсь. Потому что я знаю, раза 3 уже сюда поднимались. Раза 3. Вот. Ладно. Я взял видеоподводную камеру. Самое интересное это для меня поглядеть подводную камеру, что там кто-то есть или нету. Ну, заодно и попробовать порыбачить. Если пару штук хариуса поймаем, уже результат. На много я не рассчитываю никогда. Что попадет, все наше. Вот так. Так что всем приятного просмотра, ребят. Давайте поедем дальше. О, набегается. Пусть сейчас я его отпустил, больше брать не стану. Да я обоссал весь буран, блин. Я-моя. Туда. Вон он касатик. Вон он, дубинчик. Многие привет передаю. Как человеку привет передаю. Так что, Тулан, тебе большой привет от наших подписчиков. Вот там. Он не может нарадоваться. Просто он довольный. Честное слово, он довольный, что опять мы в поход. Он меняется каждым месяцем, каждым годом он становится другим. Он меняется, он как-то, я не знаю, что говорить. Сами видите. Вот. Доктин. Зайчишка следы. Ребят, Тулан сам сел, сейчас я покажу. Сам сел. Немножко приучается, потихоньку, думаю. Надеюсь, научится ездить на конях. Вон он сам садится и, в общем, все хорошо. Немножко приучается. Остановился показать, ребят, следы лося. Вот тут он бежал. Видно, как он бежал там. Рыщу бежал. Кормится, ходит. Ну, старые следы, очень старые. За чучину первые следы вот тут. Вон там хорошо, нормально кормился на горке. Попробую вообще.
Видите? Он понял, наконец-то он понял, что надо садиться. Надо с теленком, лось с теленком, потому что рыщу туда-сюда бегает, края молодой бичок. Да. Все, здесь буран оставляем. Добрались. Хорошо, что тут, наверное, ну, видно, что на буране тоже заезжали. И вот следы на лыжах. Здесь где-то, ну, с полкилометра, наверное, первые ямы. Вот. Не знаю потом, куда сходить. Там рыбачили. Я, наверное, куда-нибудь другое место, может, схожу. Ну, примерно на лыжах мне еще час ходьбы. Час ходьбы, и надеюсь, не заблудимся, попадем на Таежную речку и там будем пробовать рыбачить.
Такие дела. Сегодня, ну сейчас, в данный момент, я когда выезжал, 13 градусов мороза было. Думал, что потеплеет, но думаю, целый день такая погода будет. Ну, самое главное, безветренно, без ничего. Вот, собака также тонет. Ладно, ребят, сейчас я соберусь, возьму рюкзак, ледобур и пойдем к речке. А там уже будем снимать, показывать нашу рыбалку. Вот такая самодельная пешня у меня. Это в буране всегда. Но с собой тоже возьму. Там возле реки какую-нибудь ручку, черенок прибью, и чтобы проверять лед. Потому что такая зима, что очень опасно в этом году. Неделю назад, ребят, мне показывали видео. Но когда я осенью сюда рыбачить приезжал, я вам показывал следы медведя, там ломаные береговые рябины. А сейчас вот охотник тоже ходил по тайге. И он, короче, дошел до такого места, и он видео ему скинули одному знакомому, вот охотник скинул ему, короче, там в снегу примерно вот такая дырка, прям туннель идет, дырка, и такой мороз, оттуда пар идет, просто пар идет. И, блин, я, конечно, тема охоты на медведя вообще ничего не понимаю и не хочу пока понимать, но факт, что этот пар и вот такая вот дырка и пар идет, это означает, что может быть там даже берлога. Этот охотник сразу оттуда, короче, ушел, оставил это, но, блин, наверное, все-таки там берлога. Просто там мишка спит, он дышит, и этот пар идет, поднимается. Где-то вот ниже, вот сейчас вот куда пойдем, там низовье, у них изба. Так, подожди, в этой избе прошлой осень не был, да. Где я чай пил в избе, я показывал видео осеннюю. И вот от этой избы еще ниже, вот там уже этот хозяин. Вот так. Всякое может быть. Но я на берлогу никогда еще не попадал, и не хочу я попадать, ничего такого. Этот интерес к медведю пока у меня нет. Ну, попил горяченького сейчас. Не спеша буду спокойно идти, чтобы не спотеть. Но думаю, все равно спотеем, потому что снег не держит. Тулан лег. До того спокойный он здесь, блин. Днишеря совсем другой. Ну ладно. Сейчас тулан мунам тысяча. Когда крепление на лыжи делаете, надо отрегулировать, чтобы вот эта часть всегда на носу вот так была. Не надо вглубь сюда. Этот, как его сказать, вот, это правильно. Чтобы пальцы ног
просто отработали, так, и все, не жмет ничего. А когда вот слишком далеко он входит, тяжело будет ходить. Упирать будет, там упираться. Ну, короче, вот это правильно все. Ладно, место не ходит. Сейчас пойдем. Да, сегодня прохладно, между прочим. Холодно. Один минус. Это рукавицы только. Запасные не взял, бля. Они сырые уже мерзнут. Замерзают. Ну еще. Смотрите, ребят, широкие лыжи сегодня хорошо держит меня. А Тулану я не позавидую. Он просто тонет, умирает. Вон. Но он крепкий. Западно-сибирские лайки крепкие, длинноногие. Тоже лощи, бля, похожи на лощей. Вот такой лес тут. Скоро вырубят тоже. Просто так тут не оставят. Вот. Ну а так, в принципе, вообще идеально. Спасибо, Андрей, еще раз большое спасибо тебе за эти лыжи, которые мне отправил. О, блин, не могу нарадоваться. Просто я тупо не знал, что, блин, есть такие лыжи, которые держат. Вот, блин, смотри. Просто хорошо идти. Все четко. На своих лыжах я бы так не шел. Вон он, денег. Лыштаны тоже держит, но ничего. Пусть гуляет. Вот так. Ну, ладно, ребят. Мне где-то час ходьбы, но по такому снегу я быстро дойду. Я не думал, что он будет держать так хорошо сегодня. Главное с направлением не перепутать. Все окей будет. Жду собаку. И сам начинаю потеть уже. Где-то полпути прошли. Собаки не видать. А вон он появился. Ничего. Пусть. Это нормально. Вот. Крепыш. Ничего страшного. Но не держит нифига. Проваливается. Вообще оттепели такого не было. Корки из дна-то ничего нету. Вот уже. Сватяя водолага. А, Туламы. Молодец. Не спеши, спокойно иди. Остановился, ребят, показать вот такую осину. Вот смотрите. Могучая осина тут. Ну это, если на УАЗике там на дрова, это 2 раза. Не, как сказать, одним разом я точно не вывезу. Он тяжелый, большой. Здесь, блин, больше 2 кубов может еще даже. Но очень кубатуристая древесина. Да? А я когда дровишки заготавливал, вот сейчас на делянке, ну от силы кубометра, наверное, потом уже еще рессоры не выдерживает. Сейчас немножко подостыну и дальше пойдем. Сменная, как сказать, сменную куртку взял с собой у меня на буране. Я просто думал, чуть-чуть прохладно будет. У меня новое сукно. Сейчас в ближайшее время я вам, ребят, покажу, что за сукно я куртку взял. И просто я чуть-чуть засомневался, что ну, на улице холодно и в нем, может быть, будет прохладно. Для ходовой охоты вообще идеальный вариант это сукно, но сегодня вот так одет. И эта куртка сегодня не помешает. Скажем, если вот просто все время идти, когда ты с ружьем идешь, вот это да, полегче надо одеваться. А когда ты вот рыбачишь, если вот, скажем, сидишь там, уже надо потеплее одеться. Вот президентик уже куда-то ушел вон.
Он крепкий, он не устанет, от этого не устанет. Просто тяжело ему шагать по глубокому снегу. А так, 1000 километров он пройдет. Вот так, ребят. Сейчас я немножко еще чуть-чуть постою и дальше пойдем. Ну вот, ребят. Дошел до куда-то. Блять, там открыто. Я и говорю, блин, пешню на ночь так и надо. Ой. Так, листы там. Листы на открытом одеянии. Что-то. Самое главное, до реки дошли. А там посмотрим, проверим, будем рыбачить, проверять, ям искать. Надо бы еще ямы какой-нибудь найти. Сейчас еще 1 тонна, непонятно как все выглядит. Сейчас рюкзак оставлю, наверное, все-таки пешню сперва сделаю. Надо какой-нибудь найти. Типа сухостоя, чтобы легкий был. Ух. Собаки пока нету. Придет. Вот так. Ладно. Действительно, надо сперва себя обезопасить. Это надо пешня. Без пешни нахрен. Все обманчиво под снегом. Я один. На жопу приключений не хочу искать. Чуть что, блядь. Никто тебе не поможет. Вон он, Тула. Дошел. Тоже, блядь, сухостой. Тяжело находить. Вон без денег. Добрался. Ну вот, отдохнешь. Опа. Тут леса или что тут? Кто тут прошел? Не провались, парень. Возможно, там открыто. Локтула. Один раз у меня собака, блин, провалилась на таежной реке, где я охочусь. Еле-еле, я думал, уже утонет. Просто течением унесет. Но выбрался. Смог выбраться. Так. Так, ладно, я ищу, короче, что-нибудь. Смотрите, какая красота, ребят. Солнце только-только встает. Тишина, полный штиль. А весной, в марте, в конце марта уже наст будет. И вообще так восход, такое солнце, тишина. Птицы только как листы поют. Вообще классно будет в тайге. Обалдеть. Даже сейчас слышны они, эти птицы. Вон они. Там, короче, ни хрена не клюнуло. Ну, 2 лунки пробно так просверлил, попробовал. Идем дальше. Ух. Тут немножко открыто. Обходим. Так, главное еще вон туда. Чуть дальше пойду. Тяжело, конечно, искать.
Самое главное, если клюнет, то уже... Блядь. Пипец, наледи сколько. Вот. Ладно, здесь также буду пробовать. Смотрите, ребят. Здесь до меня уже кто-то активно рыбачил. Здесь лунки делал, но небольшой пятачок. Ну и лыжня еще вон там вниз идет по течению. Вот здесь они пришли. Кто-то хорошо тоже эту речку знает. Кто вот именно может на навигаторе, точка у него прям именно на это место и пришел. Как я. Ладно, сейчас я уже там 2 лунки проверил. И здесь еще 3 лунки просверлил. Буду проверять потихоньку. Ну, пока без поклевок, без ничего. Вообще тишина какая-то вот. Нехорошая. Надежды пока никакой. Ладно, проверим вот тут. Рыба есть, ребят. Блядь, не клюет, на... Сейчас 2 штуки прошло, и там еще вдали я видел. Так что не верю, что тут рыбы нету. Там вроде хариусы были. И кроме хариусов тут никого и нету. Как бы там ни было, как бы там не клевало, я видел их. Сейчас, к сожалению, в кадре нету. Они прошли. Так, ребят, смотрите, сколько я уже проверил видеокамерой. Только на верхних лунках я увидел рыб. Там несколько штук. Вот там я еще буду несколько лунок пробурю. Тут ни хрена делать нечего тут. Я никого не увидел. Здесь еще вот тут вроде как мелочи были. 2 штуки. Очень мелкие. Вроде здесь. Или где удочка вон там стоит. Даже не стоит мормышкой проверять, потому что если рыба есть, сразу увидишь. Ребят, поклевка, неужели? Ух! Хариус. Хариус, ребят, очень мелкий, конечно. Совсем мелкий. Он ли? Вон опять. Играет, блин. Ну, не крупный, наверное, даже. Да хоть какой, лишь бы клевало, интереснее хоть. Вон он, покрупнее. Это уже покрупнее. Это уже интереснее. Вот так вот. Этого возьмем. Будет уха сегодня у нас. Воспач, Тулан. Воспач. Будет уха на костре. О, клюет, Тулан, клюет, не играй. Играется, блин, новая лунка. Опа, новая поклевка. 2 штуки я здесь на камеру тоже видел. Прям на рыбу попал. Так, как молния убежали. Ну, подходы есть, но... Смотри. Есть. Ой, мелкий. Ой, мелкий. Что-то перебор мелкий вообще. Такие не берем. Есть. Ёпта. То же самое. Гуляй вообще.
Более-менее. Этого возьмем. Ой, этого возьмем, это уха. Вон он, ребят. Более-менее. Не крупный, но на уху, полевую кухню, самое то. Здесь такая таежная река. Здесь, наверное, в основном вся крупная рыба скатилась уже давно по осени. Ну, хотя бы еще одну рыбу поймать, и будет уже вкусная уха. Тут тоже поклевка, ребят, покрупнее. Господи. Опачки, ребят. Первую проверку, ничего и не клевало тут. Смотри, попала рыба. Фу, спать. Тулана спать. Вон. Спать. Инваред. Летит туланчик. Я уже чищу рыбу. Руки мерзнут, ребят. На улице, блин, так прояснилось и холодно. Дубак. А, туланы? Дубак на улице. Надо костер сделать где-то. И этот. Уйди, вон туда. Костер и обед надо готовить. Уху сварим. И с осени еще перья у меня с рюкзака. Сегодня хотел тоже. Очень долго вчера думал, брать ружье, не брать. Хорошо, что не взял. Лишний груз, блин. Нож якутский. Режет, видите как алмаз. Я еще не затачивал ничего. Уже осенью сколько пользовался, и сейчас тоже пользуюсь. Кому интересно, в описании всегда я оставляю ссылку на все товары, что я брал и откуда брал. Блин, пальцы там мерзнут, ой-ой-ой. Налеги по колено, вон, смотрите сколько. Я все время на лыжах туда-сюда хожу. Там еще одна поклевка была. Время от времени, конечно же, блин, я вообще не ожидал, что поймаю кого-то. Но здесь я рыбу видел, тут 2 штуки их было. И где вот ледобор, так, подожди, обманываю, ближе вот тут лунка. Там еще 2 штуки, 3 штуки там видел, проскочили. Потом, по-новому, когда проверял, еще 2 лунки просверлил, и здесь с левой стороны 2 штуки, но они быстро-быстро ушли. Только мгновение как-то было и все. Ну, такой небольшой пятачок, одни и те же рыбы там крутятся, наверное. И еще больше никого я не видел пока. Сейчас там еще порыбачу, здесь попробую и соберемся и будем подниматься в сторону Бурана. Может, где-то еще какой-то омут встретится, но, блин, не помню, я вообще ни точки, ничего не поставил на навигатор. Просто тупо буду по берегу идти, потому что не так сильно проваливаюсь, и по берегу будем идти. Но сперва надо где-то у костра посидеть, просто я немножко замерз и уже захотелось покушать. Надо покушать, ребят. Без еды хоть как, но не проживешь. Сколько бы ни писали, что вот там
Иду в походы, только ем, там еще туда-сюда. Но без еды, ребят, долго не протянете никто. Так что будем думать, где бы пообедать. Сейчас подключился к пауэрбанку. Аккумулятор разряжается быстро-быстро. Некомфортно в такую погоду, конечно. В принципе, ясная, хорошая погода, но холодно. Рыбачить очень холодно. Все замерзает, блин. Так, ладно, сходим еще. Еще проверю, так, пройдусь по лункам. Если не попадет, мешки соберем и свалим отсюда. Ой, блин. Без лыж налей ходить тяжело. Тут поклевка, в принципе, была еще одна. Вон, я же говорил, немножко шевельнешь и сразу вон. Не крупный, но он даже. О. Шатает только. Ну, уйди, Тулан, еще запутается сейчас. Ой, бля, еще пиздец. Тулан, уйди. Запутаешь еще. Короче, тут мелочь. Мешки отсюда валим. Валим. Сейчас другую лунку еще проверю. И все. Стандартная мелочь какие-то, блин. Посидел 5 минут. И подход был. Ну, это может те рыбы, кого я отпустил уже. Уже понимаю, что это крючок там. Вон опять, вон, видите? Есть. О, бля, это покрупнее был. Нежданчик такой. Ну. Вообще не ожидал. Но он покрупнее был. Чувствовал даже такое вот сопротивление вот этой рыбы. Крепыш. Опять подошел. Есть. Вон он. Вот. Долго меня мучил. Очень долго, ребят. Наконец-то поймал. Вот так. Я уж думаю собираться. Да, Тулан. Ай, лапа. Tulami. Vai lapa. Motse vai. Vai motse. Motse vai. Motse лапаса. Вот. Отдели. Кужанда. Молодец. Давай, играй. А то я замерз вообще уже. Неохотно так. Надо бы камерой посмотреть, что за рыбина тут. О, есть. О, видели? Еще крупнее. Вон он. Это уже рыба. Вот так вот. Фу, спать, Тулан. Блин, очередная поклевка. Есть мелкий.
еще расти и расти. Я еще хочу лунку пробурить. Встать и идти. Лунку там сверлить. Опять поклевка. Вон. Играючи как-то. Ну, это еще такие. Тоже возьмем. Будет уха. Зимний хариус, ребят. О, опять. Моментально это поменьше. Мелкий не берем. Стайка подошла. Надо было какую-нибудь прикормку взять. Опять сразу же. Есть мелкий. Опять мелкий. Стандарт какие-то, блин. Где крупная рыба, интересно мне. Не верю, что нету их. Myi tänne kala. Myi kala tänne. Вон. Так, давай попробуем вот тут еще просверлить. Чуть пониже. На лыжах ходил, там замерзло все. Вон он, новая лунка, ребят. Сработала. Ох, блин. Ушла рыба. Хорошо шла и ушла. Ой. Смотрите, сколько наледи. На буране, если заедешь, все, хана. Ладно, здесь, что возможно, порыбачу на этих лунках и все. Место пока менять не стану. На камеру надо посмотреть. Что-то есть, нету. Интересно, на подводную камеру сейчас гляну. О, есть. О, хороший, возьмем. Этого возьмем. Видел, Тулан? Не просто так мы пришли сюда. Угадали с лункой, главное. Сколько лунок просверлили, вот только в одной лунке там более-менее клюет. О, есть. Вы видели как? Уже хороший стандарт. Уйди. Есть. Вот этого возьмем. Это уже крепыш. Более-менее на уху пойдет. Ну вот, ребят, я собрался, буду менять место. Пойду в другое место. По пути буду смотреть сухие дрова. Где увидим, там остановимся. Сделаем костер.
И будем греться. Я конкретно замерз очень сильно. Мне просто надо согреться и покушать. Чай попить. Уху сварим. Горячее покушаем. И дальше порыбачим. Вот. А сейчас пойдем. Сперва по своей лыжне, вон до туда. Потом по берегу буду еще идти. Тулан давно уже куда-то ушел. Но на парике поднялся. Короче, он бродит. Он на месте не может сидеть. Он такой. Я думал потеплее днем. Да ни хрена. Такой дубак сейчас. Ну вот. Давно уже хотел сюда приехать. Блин. Наконец-то решился и вот именно проверить вот это место, где сейчас я был. Порыбачить тут. Именно вот здесь. Так. Не знаю, по какому берегу лучше идти. Здесь, в принципе, тоже хорошо. Ладно, сейчас будем думать. Вон его следы туланчика. Так, ладно, ребят, я буду идти, и как все будет, буду снимать. Сейчас по берегу нам лучше идти. Надо согреться, просто согреться мне, потом уже все хорошо будет. Здесь такой еловый лес, в основном елки и береза. Вон тулан идет. Тула! Пошли мы нам. Не знаю, где он был. Он любит в одиночестве бродить. Так. Вот так вот. Ладно.